Всем привет, я Вика, мне 17 лет, и я пережила расстройство пищевого поведения. Расстройство пищевого поведения – это то, когда ты задумываешься о еде, о том, что съешь, о калориях, и постоянная зацикленность на своем весе и цифре на весах. Точкой начала моего расстройства пищевого поведения стал 8 класс. Из-за буллинга от сверстников я решила худеть. Сначала я отказалась от сладкого и мучного. Вес снижался, вес достиг 56 килограмм. Все делали комплименты, меня это подпитывало, и все больше я старалась, все больше переставала есть. И вот цифра на весах оказалась на 45. За день я ела только яблоко и пила 1 стакан воды. В один день, помню, я встала утром, я взяла стакан воды, помню, стояла, и вдруг начинает темнеть в глазах. В итоге я просыпаюсь и понимаю, что я лежу на осколках стакана. Я упала в обморок. Именно тогда я и поняла, что со мной что-то не так. Но я не смогла остановиться. Вес снижался, вес достиг 35 килограмм. И меня экстренно повезли в Москву на лечение, где я лечилась 4,5 месяца. Проходила реабилитацию со специалистами. В итоге меня отпустили домой, но все же потом у меня началась булимия, а потом все это переросло в компульсивное переедание. Сейчас я чувствую себя более-менее хорошо. Я ем, что хочу, одеваю, что хочу. Конечно, бывают иногда дни, когда хочется одеться в мешок, или когда ты встал там на весы и увидел, что вес прибавился, тогда хочется немного поесть, немного поменьше, но все равно я пытаюсь с этим бороться. И по пришествию всего моего пути, можно так сказать, я могу сказать, что это очень страшное заболевание, от которого страдаешь не только ты, но еще и близкие тебе люди. Если вы вызываете рвоту или сидите на диетах, то это не способ изменить себя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, как расстройство пищевого поведения, первое, что вы должны сделать, это обратиться к родителям, к взрослым, а потом уже к специалистам, потому что из этой болезни просто невозможно выйти самим. Я надеюсь, моя история как-то помогла вам или как-то поможет вам понять, почему вы хотите изменить себя. Желаю вам полюбить себя.